Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за вашу активность и за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и на мужчину, с кем вы поссорились, с кем вы сейчас не общаетесь. А тема будет такой. Примиритесь ли вы? Будет ли восстановление ваших отношений? Будете ли вы вместе? Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Задайте вопрос высшим силам. И давайте будем смотреть. Я думаю, все уже настроились, все уже загадали. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Очень какая-то сложная ситуация выходит. Вы знаете, что ваш конфликт, что ваш раздор, да, он не на пустом месте случился. Тут какая-то очень активная дама постаралась. Постаралась, нагадила прям от души. Вас попросту рассорили. У кого-то идут прям интриги, сговор, сплетни, там, просто на уши не оденешь. А у кого-то даже и магическим путем, девчонки, да, запросто. Смотрите, у кого мужчина озверел в один момент, поменялся, там 100% была магия. Да, накрыла мужчину. У вас чувства есть с этим человеком. Вот я их вижу, у вас тут две чаши, одна на другой стоит. Чувства очень светлые, такие душевные, настоящие, понимаете, настоящие, не какая-то поделка, фейк, а настоящие чувства. У вас очень сильная эмпатия с этим человеком. Он вам снится, и вы ему снитесь. Он о вас думает, и вы о нем вспоминаете. Вы прямо вот как на постоянной связи с ним находитесь. Например, вы приболели, опа, и он себя плохо почувствовал. Вот так у вас идет. Вы друг друга ощущаете вне времени и вне пространства. Это у вас заложено. Вы так и притянулись по этому принципу. Вы какие-то роднулечки. Прям друг друга почувствовали. У вас так души обрадовались друг другу. Вы в прошлых жизнях были вместе. Обязательно. Вот именно семейно идет. Мужем, женой были, может быть, ролями менялись, но тем не менее, у вас любовь, она не первая, и ваша любовь, она настоящая. Но именно в этом воплощении, именно в этом, вам вот идет испытание через третьих людей. Рассорили, разбили, развели. Да, это то, что произошло с вами. Не просто так вы поругались. Себя ни в коем случае не вините. Вы ни в чем не виноваты. То, что вы делали, говорили, это все правда, это истина. Вы ничего дурного не придумали. Да, и поведение ваше было вполне естественное и адекватное. Девочки, ни в коем случае не вините себя. Кто виноват, так это вот то третье лицо. Понимаете? И мужчинка где-то так немножко виноват, да, рыльца в пушку, потому что поддался на всю эту провокацию. А это действительно была провокация, чистейшей воды провокация. Девочки, с вами, вижу, как-то несправедливо поступили. Несправедливо. Мужик сейчас ваш об этом думает, часто думает. Сначала, знаете, как думал, вот она меня достала, да, ох, какая она там строптивая коза-дереза, да, надо было с ней пожестче. Потом он начал думать, ой, а почему это с нами такое произошло? А зачем это все нужно было? Но все равно это она виновата. А сейчас девочки, знаете, как думают? Думают, ну за что? Ну за что вот это все произошло? Ну вот почему мы с ней поругались? Вот как мне хреново без нее? Вот как хочется к ней, как хочется. Ой, обнять ее, прижать к себе. Боже, вы еще что-то для него делали. То кто-то готовил, кто-то гладил, кто-то стирал. И он прям вспоминает, вот прям с болькой вспоминает. Он говорит, господи, хочу ее вот этих теплых ручек и еще почувствовать хотя бы раз в жизни. Вот так вот. А знаете, какая четвертая будет? Хочу, не могу, вот все бросаю, к ней бегу. Вот так оно у вас и будет. В данном случае душа потребует вот быть с вами. А вы, девочки, по зову своей души ему не откажете.
Вот как он за вами соскучился, так же и вы за ним соскучились. Вы понимаете? Да, вот такое испытание вышло на ваши отношения. Вот именно такое. Но честно скажу, у кого магия, к сожалению, она коварная. Она жестокая. Там надо, конечно, магию снимать. Если просто, вот знаете, как на вас насплетничали, там гадости наговорили, то вы помиритесь без всяких вариантов. Там 100% идет примирение, восстановление отношений. И жить будете лучше, чем раньше жили. Да, любить друг друга крепче станете и доверять друг другу больше будете. А там, где магия была, там надо, конечно, работать. Там надо идти к специалисту, там надо снимать, там нужно это все проработать. Вот так вот, мои хорошие. Примирение здесь 100% будет. Вы сейчас на 3-й стадии. Впереди 4-я, а дальше будет примирение. По срокам я не скажу, потому что это общая отсыпка. Мне даже тут не намекнули. Сказали, что 100% помиритесь. Но когда это произойдет, вот не показали, к сожалению. Видно, разные люди меня смотрят. Ну и понятно, да, если мужчина намагиченный, то пока магию не снять, ну какое примирение? Примирения-то не будет. Понимаете? Будущее совместное показали. Потому что ваши души свое возьмут. Ваши души к Богу обращаются и говорят: а мы любим друг друга, а мы пара. Великий Боже, помоги, соедини, и Великий Боже вам не откажет. Вы будете вместе. Обязательно будете. У кого-то дольше, у кого-то быстрее, но вы будете. Примирение здесь будет очень ярким. Со слезами на глазах, мои хорошие. Причем плакать будет и мужчина, и женщина. Вот понимаете, ощущение счастья. Эти слезы, они, да, действительно слезы счастья. Как это хорошо быть вместе. Как это хорошо друг друга обнять, к друг другу прижаться, когда сердца в унисон. Вот от этого будете плакать. Вы знаете, вы друг друга ценить будете. Ой, как ценить будете. Не могу сказать, что пылинки сдувать будете. Конечно, все в жизни будет. Да, и где-то там и терочки могут быть, и ковырялочки, но тем не менее, вот то, что вы сейчас пережили, вот эту дистанцию, вот этот холод, да, когда вам холодно друг без друга, вы даже вот прям в страшном сне не захотите повторить. Вы будете этого бояться. И вы, и мужчина, чтобы так поругаться и опять друг друга не видеть, и чтобы между вами вот прям километры, никто уже из вас на это не пойдет. Вот ваша ссора, она даже вот вам идет, но большим и плюсом на самом деле, чтобы лучше ценили друг друга, чтобы берегли друг друга, чтобы мир между друг другом берегли. Мои хорошие, обязательно помиритесь, но только разберитесь, что произошло. Я вам водные дала. Мужчина в один день поменялся, озверел, вспылил, это магия. Поругались на какой-то теме почве, причем, знаете, как, может быть, там не первое уже у вас ругательство было на эту тему. Ну, это 100% вас говорили, оклеветали. Там вы помиритесь без всяких вопросов. Так что счастью вашему быть. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.